Легалов-мигрантов Гальянова стала едва ли не самой обсуждаемой новостью последних дней. Федеральная миграционная служба пошла еще дальше и предлагает создать целую сеть спецучреждений, где будут содержаться иностранцы, подлежащие выдворению с территории России. Правда, сам лагерь в Гальяново уже решено ликвидировать в ближайшем будущем. За последние недели мы получили всплеск активности в борьбе с нелегальными мигрантами, и происходило это после ЧП на Матвеевском рынке, где пострадал полицейский. Некоторые наблюдатели связывают эти зачистки с выборами в Москве и области. Так насколько полезна идея создания таких лагерей для мигрантов и как обстоят дела с выполнением принятой еще 13 июня 2012 года новой концепции миграционной политики? Об этом мы сегодня и будем говорить в программе «Парадокс». Здравствуйте, меня зовут Александр Вейкер. У нас в гостях председатель движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Здравствуйте, Карамат. Добрый день. Нас также интересует и ваше мнение, господа слушатели. Вы поддерживаете жесткие меры властей по наведению порядка на столичных рынках или нет? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт finam.fm на страничке «Парадокс». Первый вопрос, Карамат, очень простой. Вот какова ваша позиция и ваше отношение к последним действиям власти? Вообще лагерь должен быть пионерский, все. Каких других лагеря по отношению к гражданам СНГ не может быть. Но дело не только в лагере, дело в как вообще поступает власть сейчас. И вот они создали лагеря, и это все противозаконно, поскольку, если мы говорим сегодня... Юристы говорят, что наоборот, это законно. Почему нет? Мы можем содержать людей, которые... если они считают, потому что мнение общественных движений, общероссийских трудовых мигрантов совпадает с международными пактами. Мы еще раз говорим, что человек, который попал на территорию, конкретно мы будем говорить по Республике Таджикистана, там большинство, соответственно, северокорейские. У России есть там ряд вопросов стратегических, что побольше имеет отношение с северокорейскими, чтобы американцам надо злить в чем направлении. Они не любят северокорейские, чем южные. И там оказались вот как раз эти люди оттуда в большом количестве. Я еще раз говорю, что лагерь, это такой пионерский. Власть рассчитывает, можно этим делом пугнуть, и быстрее соберут свои чемоданы, и мигранты поедут себе на родину. Я хочу заверить к тому, что ни один мигрант практически не собирается самостоятельно покинуть территорию нашего любимого государства России. Причина всем ясна, что там, где они родились, там, где они живут, их родственники и родители, там практически нет рабочих мест. Значит, нет заработных плат. Да? Соответственно, да, это нужда заставлять им выехать отсюда. Давайте послушаем Сергея, который к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы знаете, в общем-то, все совершенно верно, вот как говорят, только маленькие неточности. Да, может быть, слово «лагерь» плохое, но есть так называемые изоляторы временного содержания. Не думаю, что они лучше для людей, которые нарушили закон страны. Во всем мире признано и принято данных людей, которые нарушили то или иное положение о въезде в страну, изолировать временно до выяснения. Поэтому я думаю, что лагерь — это не самое плохое понимание в этом плане. А с чем связано, хорошо, как вы думаете, с чем тогда связаны столь масштабные зачистки, которые происходят по всей стране? Простите, что значит столь масштабные зачистки? Все прекрасно понимают уровень коррупции, который охватил. Никто не против законного приезда мигрантов, иммигрантов. Это нормальное явление в этой жизни. Но ведь, посмотрите, они действительно приезжают нелегально. Более того, те, кто их привозит, к сожалению, как собачонок бросают на улицы потом. Это же в корне неверно. Это преступление государственного масштаба. А мы вступаем в полемику и рассуждаем по поводу зачистка, не зачистка. Это не зачистка, это наведение порядка. Но если это не носит порядок компанейщины, как это обычно в нашей стране. Спасибо, Сергей. В принципе, это мнение Сергея с вашим совпадает. Правильно говорит, в чем дело, что есть коррупция. Вот, обратите, сегодня я выехал к вам, и по юго-западному округу по 2,5 месяца люди не получили патент. Цена страшно бешеная, цены требуют ФМС, при этом через посредников. Что у нас за посредников? Это созданный при управлении Федеральной миграционной службы профсоюз трудовых мигрантов. Находится рядом Комитет государственной безопасности Какие России. Какие бумаги должен получить мигрант? Какие бумаги? В том же патенты, времени, легализацию, получение, разрешения на работу. И этих людей отправляет Федеральная миграционная служба Москва
в первую очередь, к профсоюзам трудовых мигрантов. Ну, представьте, на территории другого государства или сегодня создать какие-то профсоюзы. Я против профсоюзов. Есть общественные организации, это национальные диаспоры, которые напрямую соблюдают или подчиняются законами России, проводятся через Министерство юстиции, проводят свои съезды, проводят свои конференции, отчеты и докладывают, соответственно, непосредственно кураторов при президенте России или при правительстве. То, что мы делаем сегодня. На сегодняшний день у нас ежемесячно идет отчеты, сколько людей были приняты, какое количество, значит, пропали без вести, столько нерадивых работодателей появились на территории России, нерадивых, сколько этих инвесторов из-за рубежа приехали благодаря трудовых мигрантов. Сегодня ни один из чиновников не будет идти к тому значит, методу работы облегчить положение мигрантов, поскольку значит, невыгодно помочь мигранту, чтобы быстрее он узаконил свое место пребывания на территории России. Я здесь с вами несколько не соглашусь, потому что власти говорят о том, что наоборот нужно узаконить и легализовать мигрантов. Это же поступление... Мигранты согласен. Это же по большому счету экономическая составляющая, особенно поступление налогов, достаточно велика. Мы говорим-то все у нас хорошо. Вот десятки окошек открыто, сотни там дверей открыто, десятки там специалисты пришли. Но это же ложь, чушь абсолютно же. Почему? А вы обратите внимание, езжайте на адрес Корничука 47А. Что создавший вокруг там проходе из 3 сторон там сделаны решетки. Потом выдача этих временных талонов, так называемых. Ты имеешь право попасть к нам. И, в общем, все это делается на границе. Не надо делать внутри страны ничего. Ничего не надо. Если Москва там 12, 13 или 14 миллионов, 2 миллиона мигрантов, соответственно, они нужны в Москве. Они хотят узаконить свое пребывание. Но мы не хотим сами же. Потом прибывает человек, дает деньги, приходи завтра, приходи послезавтра, потом приходи вот так, и не получайте, он выходит буквально с порога двери ФМС, ему деньги предлагают. Система нет, да, система не отработана. Здесь еще раз говорит, надо вмешательство лично господина Путина и Медведева. Но я думаю, ни Медведева, ни Путина, ни до мигрантов. Страна слишком большая. Им там дело может быть до Сердюкова, там, родственники там имеют в почкам плане, чтобы доказать народу, что, видите, мы тоже их сажаем со времени. Там куча проблем связана с академией наук, вы знаете, разбираются. Потом надо было тему закрыть, переходить на мигрантов. Вы знаете, что там происходит. Другая Навального закрывает. Да, он совершил преступление, допустим, его надо как-то спасти, отправить, чтобы тот сильный оппозиционер выйти на выборы. И все говорят в одном, мигранты не нужны. Да я с вами согласен, не нужны. Но вы это сделаете официально уже. Официально предъявите документы на господина Рахмонова, Карима там. Кого хотите вы? Что ваши мигранты должны покинуть территорию. Они так ночью прийти с толпой ОМОНцами, одетыми масками, их дубинками, бить и увезти оттуда. А как суд нас решает? Вы обратили на суд? Я говорю, почему вы депортируете гражданина, документы реально? Говорю, а вы мне, извините, мне представитель ФМС попросил. Вот слова ФМС, это по Московской области, у нас Люблинский район. Ну, мы вас услышали. Но вот смотрите, мигрантами в Москве, это я цитирую, совершается каждое 5-е убийство, каждое 2-е изнасилование, каждое 3-е грабежи и разбой. Об этом заявил прокурор Москвы в начале еще этого года. Не кажется ли вам, что именно из-за этого, из-за того, что большое количество преступлений совершено именно в Москве? Дуэль есть такой вещь, значит, там был люди, когда раньше, еще в 19-18 веке, ходили в дуэль, друг друга расстреляли. Зачем мы сегодня? в 18 веке живем, Ну, мы 21, почему тогда врат? За то, что врали их в дуэль выгоняют. Будешь отвечать, соответственно, мы стреляем одновременно. Зачем прокурор Москвы верит в своих, может быть, в своих подчиненных? Я еще раз говорю, что мигранты совершают мизерные преступления, и то совершают... Если смотреть в масштабах страны, да, там меньше 2%. Но если смотреть, допустим, в Москве и Московской области, достаточно большое количество. Это внутренняя миграция больше совершает. Я еще говорю, что я не видел ни одного таджика, который брал нож, резал кого-то к горлу. Я собирал много голов, так называемые, расчленили наших граждан, и когда тело отправляют в Таджикистан, потом через 2 месяца отправляют голову. И таких я не видел, что мигрант совершал. Совершает наш славянский брат. Внешний вид. Еще они тоже не славяне. Это поздние люди хотят расчленить государство нашу Россию любимую. Это нельзя допускать. Мигранты практически совершают преступления, но их толкает работодатель.
Потом прочее вызывает сюда, вам работа обеспечена, 2 месяца платит, потом авансы, а практически потом копейки не заплатит, вызывает представитель ФМС. Мы же обращаемся, у нас куча писем. Мы же ничего с неба это не берем же. Телефон в студии 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы сегодня говорим о мигрантах. Жесткие меры властей в отношении мигрантов. Вы за или против? Именно эту тему мы сегодня обсуждаем с нашим гостем, председателем движения «Таджикские трудовые мигранты» Караматом Шариповым. Ну вот, Карамат, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем Олега. Олег, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, что вы хотели сказать по этому поводу? Хотел сказать, что жесткие меры, в принципе, они нужны, вот, но они нужны, когда вот все это находится в стадии хаоса. А у нас есть хаос в этом направлении? Да, с мигрантами полный хаос. То есть они приезжают, я понимаю, что они приезжают сюда зарабатывать деньги, приезжают, выходят из поезда, и куда им идти? Там одного позвал брат, другого там сват, и всю семью в итоге там какое-то работоспособное население переезжает сюда. Ну, видите, вот, власти все-таки пытаются решить каким-то образом эту проблему. То есть приехал мигрант, он должен зарегистрироваться, получить разрешение на работу. Да, это все понятно. Вот я являюсь таким мелким предпринимателем, ну, как бы работодателем, да, Так. и с удовольствием выбрал мигрантов, потому что среди них есть тоже специалисты хорошего уровня, хорошего как бы качества, ну, соответственно... Вам закон не запрещает? Закон как раз мне не запрещает, но он и не разрешает. Чтобы оформить мигранта на работу, это мне надо пройти кучу инстанций, заплатить кучу денег и потратить кучу времени. Вот. Решение, в принципе, простое. То есть вот все мигранты, да, которые приезжают сюда, они приезжают сюда на работу. То есть, соответственно, должна быть какая-то заявка от работодателя, чтобы мигрант приезжал именно вот к работодателю на конкретное место работы. У вас есть вопрос к нашему гостю? Вопросов к гостю нет, потому что как бы... Но мы вас услышали, я так понимаю, что вы бы хотели пользоваться услугами мигрантов. Да, я очень... Потому что это дешевле? Это дешевле, да? Не в этом плане дешевле. Хорошие специалисты, они, извините, тоже там не за гроши работают. Ну да. Спасибо, Олег, большое за звонок. 65 10 99 6, код города 495. Карамат, что вы скажете по этому поводу? По поводу трудовых мигрантов, которые приезжают... Мы создали уполномочения и в системе, значит, законодательства, говорим, значит, тюремные, которые находятся в положении наших граждан, отбывают наказание, создали по отношению к предпринимателям недавно те же уполномочия, которые их права защищают. Он же видит, что он хороший, соответственно, малый предприниматель. Он может делать очень много для России. Он хочет этих иностранных граждан. Тем более он знает, что среди них есть хорошие специалисты. А как он должен? Он никак у него не получится, потому что только за один квот он должен бегать всю страну, потом прийти в конечном итоге вытаскивать свой кошелек, оттуда деньги отдать. И он также является один из соучастников в совершении того или иного преступления, потому что он деньги дает и в большом количестве, чтобы получить разрешение на работу для своих рабочих. Давайте человека поможем. Нормальный человек, хороший, он хочет работать, тем более берет иностранный граждан. Обратите внимание на него. Почему он иностранный берет? Потому что сегодня, смотрите, олигархи наши, я знаю, это же олигархи, это практически 90, не скажу, но 85 точно процентов мелких таких миллионеров. Российских миллион, не имеешь больше. Там. Это не олигархи. Ну, считай, пускай для деревни там хорошо, это миллионер. Он миллионер, десятки миллионов у него. Он держит именно иностранные семьи. Потому что это преданные люди. Семья, там муж, даже ребенок есть. Ну, дети не учатся, соответственно, в школе, это за хозяйством ухаживают. Все остальное. Но за миллиардерами, за их родителями тоже ухаживают наши девчонки, я смотрю. Они нужны, значит, сегодня. Если когда у нас деньги, мы не можем свою жену заставить, что ухаживал за нашу маму. Она тоже мама для моей супруги. Но она отказывается. Давайте нанимаем, говорит, хорошие девушки с Таджикистана, медсестры там есть, врачи есть. Вот сегодня же Россия, значит, невозможно представить, хотя бы не для того, чтобы поднимать производительность, а чтобы наши родители, когда они стареют, чтобы их не бросить в дом стареет, а оставить с таджиками. Они за них будут ухаживать. Так у них принято. Это ислам. Давайте послушаем Алексея. Да. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ваш комментарий или ваш вопрос? Вы знаете, я бы хотел сказать, что я в принципе согласен с обоими сторонами, с сторонами, выступавшими по телефону, и с уважаемым гостем. Спасибо. Но я работаю в сфере строительства, я работаю прорабом, да, уже 10 лет в Москве. И до своей работы я частенько
встречался с мигрантами, да. На мой взгляд, самая большая проблема миграции – это то, что мигранты приезжают со своей культурой, со своим уставом в чужое государство и пытаются жить с этим уставом. Вот Алексей затронул очень важную тему, на мой взгляд, это культурное, да, взаимодействие мигрантов и россиян. Раз уж вы приехали в нашу страну, но нужно жить по этим законам и чтить и соблюдать те правила, которые есть в нашей стране. Об этом очень многие говорят. А сейчас получается так, и об этом также россиян это возмущает, что приезжие мигранты, ну, как бы толерантно это сказать, ведут себя недостаточно корректно. Они приезжают со своим самоваром, понимаете, в наш дом, со своими устоями и правилами. Это неправильно. Наверняка вы слышали эту историю, которая произошла в Австралии. Единственный премьер-министр, по-моему, во всем мире, который открыто, прямо сказал, что господа мигранты, раз уж вы приехали в нашу страну, уважайте наш народ. Уважайте наши правила. Это сказал премьер-министр. Премьер-министр открыто. Господин Медведев. Нет, премьер-министр Австралии. Ну да. Был жуткий скандал, потому что на самом деле политики прямо так не говорят никогда. Он очень жестко высказался по этому поводу, если я найду сейчас какие-то... Он не прав. Почему? Почему? Обратите внимание, для Мигрант на приезжает... уровне премьер-министра такие вещи, когда достаточно есть другие НПО, может через них довести, есть средства массовой информации, а с других уст довести надо. Мигранты на самом деле приезжают, не думаю, мы тоже живем в России, вот я живу в России, да, у меня гражданство, я живу в доме, там практически через каждый подъезд, там может быть десятки квартир уже живут мигранты, в основном это китайцы живут. У них сейчас, посмотрите, вот рождаемость очень, потому что там рожать тяжело, там одного, там здесь по 2, по 3 рожат китайцы. Они больше в Китай не возвращаться не будут. Таджики будут возвращаться на родину. Да. Вот этот самовар мне напоминает, понимаете, что он делает? Я сейчас говорю, это решается на уровень стран, которые сегодня мы говорим, есть СНГ. Это есть саммит. Не надо идти восьмерку, двадцатку. Сегодня господин Путин, он полноправный человек, избран государством, народом России. Он не имеет права такие вопросы ставить. Ребята, будем брать именно по категориям, по качеству ваших граждан. При этом мы их обманывать не будем. При этом мы будем платить свои заработные платы. Если мы создаем лагеря на территории России, то помимо вашего мигранта, который прибыл грамотный, умный, нарушение составных судья, прокуроров, ФМС и работодателей, они все будут жить в одном лагере. Тогда начинается появляться у людей совесть, ответственность появляется. Но они едут. Мы же знаем практически все мигранты, которые приезжают, это деревни, это глубинки Таджикистана. Это последние 20... Приезжают в большие города, то есть Санкт-Петербург и Москву. Они приезжают именно оттуда, приезжают, из Таджикистана. Там нет, знаете, там люди просто, еще раз говорю, что там проблема с продуктами, там проблема с существовать сегодня человек, просто 2-3 человека, уже невозможно. Выезжает сюда, и границы открыты. Мы должны задуматься, как сделать, чтобы эти суммы, которые деньги тратятся на лагерях, лучше сделать хорошие у нас границу с Россией. Это невозможно, даже Советский Союз не может этого сделать. Ну, делайте, вот давайте границы сделайте, заранее объявляйте. А мы объявим нашим гражданам, что вот в 2015 году помимо вашего загранпаспорта, через 3 месяца будет действовать вызов режим. Да. Вы приедете в Россию, и вы будете у вас со своим самоваром, своей культурой, но вы будете жить на тех строительных объектах, за которые за вас будут нести ответственность переводчики, национальные диаспоры, дипломатический, значит, соответственно, корпус у вас в Таджикистане, Узбекистане. Да, мы вас услышали, я и понял. все. Да. В городе музей, пожалуйста, по воскресеньям мы вас водим. Давайте Лидию послушаем. Лидия, здравствуйте. Да, здравствуйте, Лидия. Да, конечно, надо уважать правила, как сказал австралийский премьер. Но первое правило все-таки это соблюдать закон, культурные правила, культурные традиции. Юридическое лицо строго наказывается, если у него нелегальные иммигранты. Государство не может строить жилье для иммигрантов, не может обеспечивать их жильем, понимаете? И вот не будет, чем меньше будет рабов, тем больше они будут присматриваться к нашим традициям, приучаться к ним, тем меньше они будут представлять собой криминальную среду. Ведь мы их делаем криминальными. Понятно. Принимающая сторона.
Спасибо, спасибо. Ли, кстати, нашел высказывание, прямую речь даже австралийского премьер-министра Кевина Рада. Вот он говорит, сейчас и говорил, вернее, ранее премьер-министр Австралии. Его за это очень сильно критиковали. Да, он утверждает, он говорит, вот я еще нашел, это наша страна, наша земля и наш образ жизни. И мы предоставляем вам возможность пользоваться всем этим. Но если вы начали жаловаться, плакать, и вам причиняют колики наш флаг, наши обеты, наши христианские верования или наш образ жизни, я в высшей степени поддерживаю вашу возможность воспользоваться преимуществом еще одной великой австралийской свободы – правом уехать. Понимаете, это говорит премьер-министр Австралии. Он пошел на этот шаг. Скандал неимоверный. А он не был разве при выборной кампании господина премьера? Тогда это все бы высказал. Другая сторона... Вы считаете, что это неправильно он сказал? А как вы думаете, почему тогда в мире мы говорим, где мигранты? В Америке, в России, в Германии, Франции, часть Польши, Италия там немножко, и в Австралии. А что вы думаете, нет мигрантов в Китае, что ли? Нет, я говорю о том, что если человек приезжает в другую страну, у него... Во-первых, минус этого примера к тому, что он, как я говорю, у нас язык английский. А как австрийского еще языка не было у нас никогда, что ли? Он не обидел этим своим действием, своих у них английский официальный. Ну, если английский, тогда надо гордиться, что если человек русский, приезжает, в Таджикистане есть таджикский, персидский язык. Правильно, но если мигрант приезжает в чужую страну, он должен, знать язык, адаптироваться, жить по закону, соблюдать, но не устанавливать свои правила на улице. Я считаю, что те люди, которые сегодня приезжают в Россию, первоначальная беда в их собственном государстве. Нет, это мы понимаем. Поэтому австрийскому тоже потом будут просить, приезжайте к нам, говорите хоть на языке, там, курятники, как называют. Ну, со временем все будет на местах, потому что сегодняшний демократический, в принципе, развал советского государства нам говорит о том, что руководители этих государств, где основная поставка идет мигранты, не думают, чтобы эти мигранты в любое время могут возвращаться назад, и никакая армия, которая благодаря России помогает им вооружаться, не поможет сохранить свои посты у себя дома. Мы должны создавать рабочие места в Таджикистане однозначно. И не позднее года 2-3 максимум люди должны возвращаться на родину. Это все то, что происходит сегодня в России. Это оскорбительный час, в первую очередь, в адрес тех людей, которые получили гражданство, в том числе и я. Нельзя так оскорблять людей. Нельзя так показывать все то, что, вот смотрите, в этом болоте валяются таджики или там курятники. Вы посмотрите, ходите вокруг ресторана. Откуда столько бомжей у нас? Что с вокзалами у нас творится? Что это не видит мигрант, тоже сами видит. Другая страна, надо жить нам дружно в этой стране. Пора жить, и надо правильно определиться нам. Есть Министерство труда, Центр занятости, есть другие министерства там по экономическому развитию у нас. Но решайте, сколько вам мигранты нужны. Я всегда говорю и буду повторять, что сколько я не был бы председателем, и сегодня я наоборот сторонник российского нашего общества. Но сегодня опасность для российского общества, народу России, опасность от мигрантов. Но сегодня простые мигранты также нуждаются в помощи властей. Понятно. Их же также уничтожают собственные граждане. Это организованные преступные группы создано. Мы против это все, но надо реально взять за рычаги. Пока этого сидят, думают, когда у нас взрыв будет. Карамат, я вас услышал, давайте послушаем нашего слушателя. Нерсет, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Я извиняюсь, что с половины включился, так получилось. Я первую часть не услышал. Вот один маленький вопрос, но за этим вопросом, по-моему, скрывается огромная тяжелая мысль. Один гражданин России, дагестанец, на рынке ударил другому гражданину и разбил голову полицейскому. Да, вы говорите про ситуацию, которая была на Матвейском рынке, да. После этого началась эта истерия. Правда, до этого тоже нагнеталась ситуация. Уголовщина увеличивается за счет мигрантов, но никто никогда не говорил, а среди этих мигрантов кто внутренние мигранты, кто из других близлежащих республик. Большинство, я уверен, что большинство вот этих мигрантов это выходцы из Северного Кавказа. Им дали возможности обосноваться в Москве. Они себя здесь вольготно чувствуют. Нерсет, а вы гражданин России? Я гражданин России. Ну, вы я откуда армянин приехали? по национальности. Я приехал давно. Я учился в Москве в советские времена и остался, и, в общем, давно живу в Москве. Ну, понимаете, вы говорите по-русски, да, соблюдаете все правила, обычаи российского народа.
То, что язык должны знать, это необсуждаемый вопрос, да. потому что жить в Но к нам другой многие стране... мигранты приезжают, не знают языка. А почему приезжают, не зная языка? Потому что это выгодно некоторым организациям силовым России, которые на этом наживаются. То есть вы считаете, Потому что миграция... коррупционная составляющая выгодна, здесь одна из основных. громаднейшая. Громаднейшая. И давайте вообще-то обо всем говорить немножко честно и правдиво. Ну а в чем мы нечестно говорим? По-моему, честно говорим. Нет, не вы говорите. Я очень уважаю вашу радиостанцию, всегда стараюсь слушать. Руководители страны. Если стране не нужны рабочие руки, эти мигранты никогда здесь не появятся. Нет, наши с вами власти говорят о другом, о том, что нам нужны рабочие руки, но высококвалифицированные. А если приезжает мигрант, да, неквалифицированный, то это уже квота, совершенно другая. Вот о чем идет речь. Другое дело, что нет системы, правильно? Не отработана система. Как человек может приехать в страну, как он может легально зарегистрироваться. Вот Карамат как раз-то об этом говорил, о том, что необходима система улучшить. У меня были некоторые мысли. Я поделился со знакомыми, которые связаны с армянской диаспорой. Но здесь палка о двух концах. Эти страны своими действиями, наши, та же самая Армения, среднеазиатские, содействуют тому, чтобы народ там оттуда убить невозможно жить. Они убегают от нищеты. Но официально никто это не признает, и здесь официально не признают, что, в общем-то, эти люди нам нужны. И люди оказываются под двойным прессом. Понятно. Нас официально не разрешают, официально не принимают, но всем это выгодно. И там выгодно, потому что они не могут кормить, не хотят кормить даже. Понятно. Спасибо вам большое за то, что дозвонились и дождались. Спасибо. 65 10 99 6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас еще Аркадий. Давайте Аркадия тоже выслушаем сразу. Аркадий. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот вы говорите о жестких мерах властей по отношению к мигрантам. Ну, по крайней мере, так создается впечатление, об этом пишут в прессе, поэтому мы хотели бы понять, насколько эти меры действительно жесткие, насколько они влияют на экономику и влияют ли вообще, а может нас просто обманывают. Я думаю, что нужно говорить о жестких мерах относительно самих властей. То есть кто предпримет эти жесткие меры относительно, кто на них сможет повлиять. Еще раз, я чуть не понял, что вы имеете в виду. Причина возникновения этой ситуации с мигрантами, которая сейчас существует у нас, Вы хотите сказать, сами что власти. то есть политическая? Конечно. То есть вы склоняетесь к небольшому числу наблюдателей, которые связывают все эти так называемые зачистки с выборами, да? Может быть, это не чисто выборы, но то, что это связано с коррупцией, причем повальной. Тогда точно. Тогда что в этом плохого, если идет борьба с коррупцией? Это не борьба с коррупцией. А с чем? Это борьба с последствием этой коррупции. Нужно бороться с причиной. Ну а как вы предлагаете бороться с причиной? Нужно отрабатывать систему воздействия на нашу власть. Но она есть, вроде бы. Может писать. Через кого это делается? Может писать, можем через интернет написать запрос, если нам что-то не нравится. Вы можете пожаловаться, можете обратиться в милицию. И какой будет ответ? Они должны отреагировать, причем в оговоренные законом сроки. А как их принудить реагировать? Но если они на ваш запрос не ответили, вы можете обратиться в суд. Все равно, что послать куда подальше. То есть вы не верите в систему? У нас к суду известное отношение. Понятно. Но в чем ваш вопрос все-таки? Поменять просто систему и все? У меня не вопрос, у меня замечание по поводу постановки вопроса. То есть нужно жесткие меры по отношению к властям. Контролировать их более жестко. Да. Спасибо вам большое за звонок. 65 1099 и 6. Код города 495. Звоните. Есть такая фраза, Карамат, я бы хотел, чтобы вы ее прокомментировали. Мигранты – двигатели экономики США, но тормоз для России. Мы говорим более цивилизованные,
направление сегодня держит США, и они сделали хорошие миграционные концепции, так называемые, что мексиканцы приезжают туда. И они все-таки могут обращаться даже в суд. Ну, там не только мексиканцы, там очень много практически людей. И наши россияне там тоже есть, и таджики тоже, по-моему, соответственно. Поэтому, на самом деле, сегодняшнюю Россию, я повторял неоднократно, надо все делать, как сегодняшний хаос поможет быстрее нам построить Россию. Обратите внимание, за 20 лет построено, даже не построено столько, даже вокруг Москвы, кольцо, Московская область, не было построено за 70 лет Советского Союза. Это благодаря труду иммигранты, сразу скажу. Многие, конечно, обижены, многие уехали, многие еще остаются, ищут свои деньги. Практически 90%, не буду говорить, но процент 50 на 50 работают люди бесплатно или за мизерные деньги. Потому что их обманывают. Выгодно, да. Об этом знают США, знают все, и знают европейский час, что все эти люди приезжают в Россию. Вы обратите внимание, что за квота? Миллион чем-то, там 100 тысяч. Или массов в прошлом году. Ну, это все задуманный механизм, что это 1 700 000 должен принести нам деньги в кассу, плюс того посредник, одна нескольких министров. А при этом будет 15 миллионов гулять по России. Угу. Давайте еще послушаем Нину, которая к нам дозвонилась. Нина, здравствуйте. Добрый день. Да. Вот мне хотелось бы вашему гостю задать вопрос. Да, пожалуйста. Только не говорите, что во время войны там приезжали к вам и такое прочее. Давайте это оставим на те времена. А сейчас вся эта история мне напоминает таджики, узбеки. Это крыши, которые убегают с тонущего корабля. Вот вам, мужчинам-то, не хочется сделать свою жизнь там, где вы родились. Есть же такая пословица: пригодился там, где родился. А вы все... Вот вы знаете последнее выступление Каримова? Что он сказал? Он сказал, что все вот эти, кто здесь работает, это лентяи, которые ищут легкие заработки. Лентяи, те, которые уехали, да? Уехали в Россию. Не перебивайте, пожалуйста. Это ваша страна. Вы лучше делайте там, все силы прилагайте, чтобы там у вас на месте сделали достойную жизнь вашим же соотечественникам. А вы здесь, вы тоже фонд свой, вы возглавляете, вы здесь рассказываете сказки. А все равно караван идет, и все равно ваши люди здесь рабы. Спасибо, Нина. Услышимся. Мигранты, особенно мужчины, должны строить жизнь нормальную, трудовую у себя на родине. Дорогая Нина, вот прошу, скорее всего, вы слушайте нам сейчас, что с 2017 года по следующий 24 год государство Таджикистан не является суверенными. Первоначально знаете прекрасно, что Николай император тогда захватил часть Бадахшана. Там же есть флаг Российской империи. Последующие 17 год и 24 год образование автономной республики в составе советского государства. Опять у нас не было суверенитета. Теперь уже Последующие на 91 году мы думали, что все, Россия, славянские, значит, Украина, Беларусь собрались и решили с господином покойным, значит, Борисом Николаевичем, все, у нас суверенитет, но в 91 году уже в конце года было объявлено, что, ребята, вы не суверенные государства. У нас открытые границы, создался СНГ стран, Содружество независимых государств. Ну, по сегодняшний день государства, это все независимое государство. Это на бумаге, я вам говорю, потому что есть другие рычаги. Обратите, когда приезжает президент, то есть выбираем мы президента, выбираем премьер-министра, приходит кабинет. И кабинет имеет право диктовать президента. Примерно такими своими условиями тоже другие меры не предпримешь. Поэтому сегодняшний Таджикистан не зависит от вашего, значит, пожелания выехать за определенного там, то есть за короткое время их граждан Таджикистана, это невозможно, потому что Россия хочет, чтобы сегодня имел там свои, значит, и сохранить свои стратегические интересы. Это очень глобальный вопрос. Вы знаете, что означает стратегический интерес, значит, это спасение российского народа. После Великой Отечественной войны вы знаете, что не хотелось бы, что сегодняшние войны, конфликты прошли на территории российского государства. Ну, понятно, да. Поэтому сегодня я хочу сказать, что она как бы не произошла, что вот такие, значит, там плохие или нехорошие, езжайте домой. Я уверен, что со временем, конечно, это будет. И не исключая другой вариант же, она и другие будут просить, что приезжайте к нам побольше, оставайтесь. И по поводу мигрантов. Ну, у меня, в принципе, небольшая фирма строительная, так? Так. И мне волей или неволей приходится пользоваться услугами вот иностранных граждан. В основном Таджикистан, Узбекистан. Вы делаете это легально? Да, я стараюсь делать легально. Но у меня, вот смотрите, что получается. Государство старается переложить
все вот эти тяготы по регистрации мигрантов на работодателя. Значит, у меня, в принципе-то, вот какое предложение, не знаю, услышит его, не услышит. Здесь созданы вот эти много структур государственных, которые вот это все контролируют. А организация предоставляет уже регистрацию. Александр, вы не забывайте цифры конкретно. 4 миллиона патентов, это частный сектор, и 1 700 000 разрешений работы. Мы говорим о 10 до 15 миллионов трудовых мигрантов из-за рубежа. Надо решать фактор правительства, чтобы сегодня, да, у нас необходимо 10 миллионов квота на разрешение работы. Тогда цена 2,5 тысячи каждый гражданин при пересечении границы заплатит, уходит в биржу. Биржа рассматривается, потому что прозрачная должна быть биржа у нас в правительстве. Квот, значит, есть вакант есть. Человек обратно идет к ним, подписывает договора соглашения с работодателем. И вы уже берете его с регистрацией и с оплачиванием, значит, квитанцию. Через месяц вы даете, значит, характеристику этого человека. Стоит его дальше продлить или нет. Александр, вы поддерживаете? Нет, смотрите, если я поддерживаю то, что это должно заниматься государство, понимаете? Вот, а здесь получается основная цель государства вот преследуется. Это максимум, значит, получить, значит, вот финансовую какую-то поддержку за счет вот этих мигрантов. То есть с них как бы взять вот эту те деньги, которые там не достают для бюджета. Александр, а это государство старается переложить сейчас на работодателя все это дело. У меня к вам очень простой вопрос. А дорого вам обходятся мигранты? Да, дорого. Получается, чтобы получить, допустим, разрешение на работу, это получается было почти 30 тысяч, сейчас еще больше. А почему понимаете? вы тогда не берете россиян? А дело в том, что, понимаете, почему я не беру россиян? У меня и россияне работают, так? Но, во-первых, они работают много, если вот такие строительные специальности, которые там, допустим, монолитные работы какие-то, там плотницкие работы, то, получается, они приходят до получки. Получили зарплату и все, его неделю нет, они пьют. Проблема. Понимаете? В чем проблема-то? Понятно. Я с удовольствием бы взял местных и не связывался, допустим, с иностранной рабочей силой. Значит, если бы они у меня работали. Но их нет таких. Александр, вот, понятно. Спасибо, Александр. Очень хорошо, значит. Но, скорее всего, в ближайшие 50 лет даже вот запрет курения ничего не помогает. А спиртные напитки будут продаваться. Сегодняшняя молодежь практически до 23, они спились, я вам сразу говорю, спились. Пиво продается везде, значит, катастрофа с нашей нацией в России. Поэтому работодатели должны готовиться, что просить руководство России побольше трудоиммигрантов подешевле за разрешение на работу. Поэтому я вас лично приглашаю и Нину, что 21 в Москве в сентябре пройдет впервые форум народов Таджикистана, где там будут приглашены дипломатический корпус и лидеров партии, предвыборной кампании в Таджикистане, используя ваше радио, спасибо огромное. Там, где первый пункт, надо нам решать положение прибывших из Таджикистана на территории других государств, в том числе России. Это должен форум и отправить письмо на уровень руководителей государства Путина и Рахмонова. И там определено количество. Поэтому я вас приглашаю, кто-то принимать участие. Ну вот потребность в мигрантах, она все-таки сокращается сейчас в России или увеличивается, на наш взгляд? На сегодняшний день рождаемость в России, соответственно, если мы видим по масштабу работы, Россия нуждается в трудовых мигрантов. Ну сколько нужно мигрантов? Ну, я думаю, порядка 30 миллионов. 30 миллионов человек? Если мы хотим Россию видеть как держава, 30 миллионов, не меньше. Это люди, которые должны работать. Мы не говорим, что там пенсионеров. Население не надо. Население у нас достаточно, 141 миллионов. Вот 30 миллионов должны с Дальнего Востока до границы Бреста должны работать, строить Россию. Болот много. Леса очень много. Они практически дороги надо делать. По 10-15 полос надо делать. Скоростная надо трассы создавать. Пускай делают. Для России это. Когда летаете, посмотрите. Особняки пускай строят. Если хотят, пускай остались люди в России. Это было хорошо, если они остались. Но я думаю, что климатические наши вопросы тоже проблема для мигрантов. Они хотят поехать на родине. Мы же сами раз в год уезжаем в разных странах мира отдыхать. Почему в России не отдыхаем? Езжаем то в Турцию, то в других местах. Таджикистан должна стать страна туризмом, но люди должны работать в России. А там все россияне должны ехать в Таджикистан отдохнуть. Отдых, хороший свежий воздух, горная местность, холодная вода, рай, я вам сразу говорю. И со временем это надо открываться. Создайте этот туристический рай на земле, и к вам будут ехать люди. У вас будут рабочие места.
В чем проблема? Нет, еще... Это будет со временем. Со временем. Ну, сейчас, А пока нужно поработать в России. Надо помочь России построить. Надо. Потому что Россия когда-то помогли Таджикистану построить различные инфраструктуры. Надо Россию построить. Забыли тогда в Советском Союзе построить Россию? Кроме тяжелой промышленности, у нас легкой промышленности мало даже. Поэтому сегодняшние мигранты должны помогать России, но при хорошей заработной плате, при нормальном соблюдении законов, при культуре России надо знать. Хотя бы раз в месяц работодатель обязан отвезти трудового мигранта в музей. Бесплатно, только не за счет там их зарплаты. Культурную программу еще сделать. А почему бы нет, если они российские? Ну, может быть, вы и правы. Может быть, так оно когда-то и будет. Пока мы видим совершенно другую ситуацию. И еще одно, что убрать надо с пункта обязательно, чтобы любой кандидат, депутат на будущем Госдуме, если он не уберет программу против мигранта, вот это непонятно. Пускай он говорит хорошие, значит, разборчивые программы развития России. И вот все программы у нас мигранты не нужны, надо убрать. Мы сегодня говорили с председателем движения «Таджикские трудовые мигранты» Караматом Шариповым. Затронули мы тему, которая была злободневная последние недели и продолжает оставаться такой. Это жесткие меры, которые сейчас предпринимают власти в отношении мигрантов. А может быть, они не жесткие, а просто наводится порядок и приводится система в порядок. Дай Бог так и было. Да. Спасибо.